ночь с 18 на 19 января православные христиане по всей стране отметят один из главных праздников – Крещение Господне. В Сосногорске в этом году в связи с погодными условиями традиционные крещенские купания будут организованы возле городских храмов. Не по-зимнему теплая погода не позволила оборудовать Иордань на берегу реки Ижма. В настоящий момент в том месте, вблизи деревни Пожня, мы проводили не так давно исследование ледового покрова. Значит, оно не позволяет провести и обустроить Иордань на данном участке реки, так как лед толщиной около 20 сантиметров и имеет окрас серо-матовый, что противоречит постановлению Республики Коми номер 315 от 15 июня 2017 года. Согласно этого постановления, толщина льда на открытом водоеме для организации массовой купели должна быть не менее 25 сантиметров. Сотрудники МЧС просят граждан воздержаться от организации и самовольных прорубей на открытых водоемах. И люди все равно, скорее всего, пойдут, у нас будут самовольно обустраивать эти купели, так сказать, проруби, да, и будут сами окунаться. Все-таки мы им рекомендуем этого избегать и не выходить на открытый лед, потому что у нас толщина льда, к сожалению, в этом году, она очень мала, так как погодные условия нам не позволяют. И также хочу повторить, что у нас эти купели будут обустроены при храмах, в городе их будет 2, будет одна в Нижнем Одессе. В Сосногорске в ночь с 18 на 19 января крещенское купание можно будет осуществить при храмах преподобного Серафима Саровского и Покрова Пресвятой Богородицы. На Нижнем Одессе купель будет организована возле храма преподобного Сергия Радонежского. По белому мутному рыхлому льду шагает Фома. И не страшно ему, но лед тут опасен. Фома пропадет. Никто из друзей его не спасет. Лед синеватый гораздо прочней. Будь осторожен на льду. Жизнь важней. В группе «Сосногорский район» официально в социальной сети ВКонтакте стартовало открытое интернет-голосование по выбору названия для строящегося бассейна. Необходимость в присвоении имени будущему бассейну объективная. Заказчик готовится заключить договор на изготовление вывески. И пока сосногорцы выбирают название, наша съемочная группа посетила строительную площадку бассейна, чтобы оценить объем проделанных работ. Напомню, к строительству спортивного объекта приступили в начале 2017 года. Заказчиком выступает служба единого заказчика Республики Коми. Подрядчик – сыктывкарская компания «Промресурс-М». В будущем спортивном объекте уже смонтирована электросистема, водопровод, вентиляция и канализация. Один из важных технологических этапов – подключение объекта к теплу, поскольку без отопления большинство внутренних работ проводить нельзя. 27 декабря в бассейне началась подача теплоносителя. Запуск проходил в 4 этапа и полностью завершился 13 января. Потому что в зимний период и полностью все здание запустить холодное, это могло быть чревато для самой системы отопления, где-то могло прихватить ее во время запуска, потому что все материалы, трубы, все это холодное, и пускаешь воду, она идет по диаметру трубы 15, и, соответственно, если где-то что-то, какой-то нюанс, она остановилась, в течение часа может замерзнуть. Из-за этого пускали поэтапно, чтобы постепенно прогревалось помещение и чтобы полностью все это запустить. Учитывая, что здание несколько недель до подачи тепла не отапливалось, кое-где появилась изморозь. В процессе запуска тепла образовался конденсат на перекрытиях, а лишняя вода оказалась на полу. У нас на перекрытиях несемная опалубка из профнастила. И, соответственно, когда тепло запустили, и на этом профнастиле образовались капельки воды, конденсат, так сказать, точка росы, и стало выпадание этой воды на бетонное покрытие этажа. Сейчас уже вода уходит, и сейчас будет сухо, занимаемся отделкой. У нас из-за этого, пока мы не запустили тепло, мы не могли даже продолжать работы по монтажу гипсокартона, так как нужна была температура не менее плюс 10. И вот мы постепенно запустили, сейчас вы чувствуете, что в помещении у нас температура где-то примерно плюс 20-18. После запуска тепла рабочие приступили к внутренней отделке будущего бассейна. Работы начались с технологических помещений под чашей и на 3-м этаже, где будет монтироваться специальное оборудование для циркуляции и очистки воды. Также работы производим по электрике, вентиляции, соответственно, по пожарной сигнализации. Прокидываем. Эти работы ведутся параллельно с работами по устройству всех внутренних перегородок.
Затем приступаем вокруг чаши заливается стяжка и устройство теплых полов. Эти работы и заканчиваются. И после этого только приступаем непосредственно к отделочным работам чаши бассейна. Чтобы не повредить покрытие, так как покрытие у нас мембранное, то есть все работы по устройству бассейна мы должны завершить вот эти вот грязные работы до чистовых именно отделочных работ. Ну и потом уже переходим непосредственно в помещение душевые, холл. Все грязные работы мы завершим, то есть и уже будем идти на выход к помещению, чтобы делать уже все чистые работы. Отметим, что в состав бассейна входит ванна 25 на 8,5 метров с 4 дорожками и трибунами, тренажерный зал, медицинский кабинет и набор административно-бытовых помещений. Современная мультиварка, скороварка, парогенератор, фильтры для воды и прочая мелкая бытовая техника стали новогодними подарками для тех, кто своевременно оплачивает услуги водоснабжения и водоотведения. Сосногорский водоканал среди своих абонентов провел акцию «Новый год без долгов». Вообще первый раз это все проводится. Другие, конечно, компании тепловые и все остальные уже проводили неоднократно, но мы проводим первый раз. Ну, судя по собираемости, в принципе, эффект свой дало. В новый 2018 Сосногорский водоканал не только предложил войти без долгов своим абонентам, но и на собственном примере показал, как это нужно делать. У нас вот с мая месяца водоканал только по налогам у нас была задолженность порядка 10 миллионов рублей. Вот. И в ходе определенных мероприятий, которые проводили по оптимизации персонала и по всему остальному, на данный момент у нас вот с 9 января нам удалось добиться того, что перед государством именно по налогам мы рассчитались. Стать участником акции было просто. Достаточно было не иметь задолженность перед ресурсоснабжающей компанией на конец года. Помимо таких номинаций, как 100-й и 1000-й абонент, отдельными призами поощрили тех, кто на конец уходящего года имел любую переплату по своему счету. Главный же приз определила программа случайных чисел. Общее количество участников было около 2000. По номинациям последний самый главный приз парогенератор убирали с помощью рандомизатора. Получается, вбили просто в интернет и нашли первый попавшийся. Вбили количество участников на данный момент, сколько было, и он выдал случайное число. По случайному числу и попался. Получается, наш победитель. Главный приз – электрический парогенератор по счастливой случайности достался Елене Осокиной. Женщина призналась, что давно мечтала о таком приборе. Я пришла с работы, у меня в дверях записочка. И, если честно, я не поверила. Думала, может быть, какой-то обман. Вот. Но муж пришел с работы и сказал: позвони. Вот я вчера позвонила, все, мне сказали: приходите. Вас ждет приз. Родители всегда платили вовремя все. И так как они у меня сейчас старенькие, и плачу все время я, первый вопрос у родителей: заплатила? Да. Стоит отметить, что по статистике далеко не все сосногорские жители так тщательно следят за отсутствием долгов за услуги ЖКХ. В частности, из 12 тысяч абонентов водоканала лишь 2000 граждан не имеют в настоящий момент задолженности перед ресурсоснабжающей компанией. В денежном эквиваленте сосногорцы должны за услуги водоснабжения и водоотведения порядка 40 миллионов рублей. В новом году компания-поставщик планирует начать агрессивную работу с неплательщиками. И в ближайшее время мы собираемся активизировать и усиливать именно подачу ведение претензионной исковой работы. Это подачу заявления, вынесение судебных приказов и исков. Усиливать будем работу с приставами. Да, часть долгов планируется к продаже, либо передаче коллекторам на взыскание задолженностей. Также мы будем взаимодействовать с службой ГИБДД, для того, чтобы наложить аресты на автотранспортные средства, которые принадлежат злостным неплательщикам. Чтобы не добавить себе проблем с судебными приставами и коллекторами, а также получить ценные подарки от водоканала, нужно просто грамотно следить за своими счетами и не допускать появления задолженности. Акцию «Новый год без долгов» Сосногорский водоканал планирует провести и в январе следующего года. Тогда, по словам руководства компании, призов будет больше, и они будут еще более ценные.
Сосногорские полицейские на прошлой неделе подвели итоги 2017 года. Так, количество совершаемых преступлений в нашем районе снизилось на 3,5%. Всего в прошлом году сотрудниками полиции было расследовано 542 преступления. Более чем на 5% сократилось и количество пострадавших от преступной деятельности. Кроме того, в 2017 году удалось выявить и раскрыть намного больше преступлений экономической направленности и преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Всего в 2017 году физическим и юридическим лицам был причинен материальный ущерб на общую сумму 62 миллиона 912 тысяч рублей. Это немного меньше 2016 года. В 2016 году было 63 миллиона 850 тысяч. Возмещение ущерба составило 47%, что практически в 4 раза больше 2016 года. Всего в прошлом году в районе было зарегистрировано 849 преступлений. Почти 8% из них совершены подростками. Причем каждый четвертый из несовершеннолетних нарушителей в момент совершения преступления был пьян. В этом году планируется максимально активизировать профилактическую работу именно с этой категорией граждан. Сосногорские полицейские также отмечают, что в 2017-м с правонарушителей в бюджет было взыскано порядка 12 миллионов рублей. Вот уже 15 лет в январе наш город становится центром духовной культуры для всей Республики Коми. В дни рождественских праздников в Сосногорск съезжаются вокальные коллективы и исполнители, чье творчество направлено на духовное возрождение православных певческих традиций. Ежегодно фестиваль «Вифлеемская звезда» представляет большое количество участников. Но в этом году их было столько, что впервые за все время проведения фестиваля организаторами было принято решение посвятить ему 2 дня. Ангелочком мне всегда хотелось быть, рядом с солнышком по небу бродить. На серебряной луне покатаюсь я во сне, верю я, что ангел мой придет ко мне. В первый день фестиваля на сцене выступали дети. Творческие, вокальные и танцевальные коллективы из разных городов и поселков республики показали свои лучшие номера. Особенно трепетные чувства у зрителей вызвали серьезные песни, звучавшие из уст совсем юных исполнителей. Сегодня пели песню «Свет». Это песня о том, что все люди были светлые. А тебе это нравится? Да. А чем? Потому что это красивая песня. Кроме детей, воспевающих светлый праздник Рождества Христова, гостей фестиваля приветствовали и высокопоставленные гости. Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зарянский Петерим ежегодно в числе зрителей фестиваля. Я рад вас приветствовать от нашей епархии и пожелать вам нескончаемой любви Божией, благословения Господнего, и чтобы Вифлеемская звезда, некогда осветившая и пастушков, и волхвов, и многих гостей Христа жизнодавца в пещере, указавший им путь, указала бы и научила всех вас, озаряла и освещала ваш жизненный путь. Звучали со сцены и светские песни, посвященные Рождеству, и настоящие православные молитвы. Выступление детского хора Ухтинской музыкальной школы на несколько минут окунуло всех гостей праздника в атмосферу настоящего богослужения. Мы пели «Благослови душе Господа» и «Рождество Христово». О Рождестве и «Благослови душе моя Господа» – это о том, что о защите. Нужно открыть душу свою Господу. Да. Было заметно, что, несмотря на возраст, юные исполнители к подготовке номеров и своим выступлениям отнеслись серьезно и по-настоящему прониклись и ощутили в себе праздник Рождества. Рождество – это праздник, это вроде день рождения у Иисуса Христа. А кто такой Иисус Христос? Иисус Христос – это наш Бог. Это Рождество – это семейный праздник, когда родился Христос. Да. А кто такой Христос? Бог. Рождество – это когда родился Бог.
как звали Бога? Иисус Христос. А вот Вифлеемская звезда, вот что это такое? Ну, это звезда, которой родился Бог. Она светила на небе в Вифлееме. Чистые и искренние чувства детей передавались каждому зрителю. В ответ маленькие артисты получали такие же эмоции и горячие аплодисменты. Второй день фестиваля свое творчество на суд сосногорского зрителя представило старшее поколение. Помимо местных коллективов на сцену выходили участники из Ухты, Яриги, Шудаяга, Вуктыла, Нижнего Одесса. Перед началом программы собравшихся приветствовал руководитель районной администрации Виктор Шомисов. Вот уже 15 лет это мероприятие возвращает нас к истокам нашей духовной православной культуры. И я от всей души хочу поблагодарить организаторов этого фестиваля, сотрудников отдела культуры, конечно же, покровителя нашего фестиваля владыку Петерима и, конечно же, вдохновителя, человека, который вкладывает в этот фестиваль свой труд, свою душу, отца Сергия. Под сводами зала зазвучали торжественные и проникновенные звуки хорового многоколосия. Музыка заполнила буквально каждый уголок, коснулась каждого зрителя, затронув самые сокровенные струны души. Юлия Марченко, преподаватель детской музыкальной школы из города Вуктыла, на фестиваль «Вифлеемская звезда» приехала с коллегами впервые. Как рассказала Юлия, о фестивале они слышали давно, но приехать решились только в этом году. Педагог уверена, что такие фестивали дают исполнителям уникальный опыт, и они, несомненно, нужны. Я думаю, необходимы. Необходимы, потому что немножко остыть от суеты, послушать себя, обратиться вовнутрь себя, обратиться к Богу, подумать о том, о чем нужно думать прежде всего, о спокойствии, о мире, о благополучии близких, потому что на этом все и держится. Очень суетливый мир, очень много всего, ритм бешеный. И даже в наших городках, Вуктыл, Сосногорск, просто бешеный. Ведь Москва говорит, что у них бешеный, но у нас, я думаю, не меньше суеты, поэтому фестиваль необходим. Коллектив из Яриги «Элегия» также дебютант фестиваля, хотя самому ансамблю в этом году исполняется 10 лет. Опытные артисты признаются, что выйти на сцену Вифлеемской звезды для них очень волнительно. Коллективов очень много. Мы посмотрели самое начало, теперь готовимся. Интересно очень. Пусть этот фестиваль длится долго, пусть в нем участвует много детей. Дети – это наше будущее, поэтому дай Бог. Одним из организаторов и идейным вдохновителем Вифлеемской звезды является настоятель храма преподобного Серафима Саровского отец Сергий. Он хорошо известен не только в нашем районе, но и далеко за его пределами, благодаря в том числе своему увлечению музыкой. Его часто можно встретить на различных мероприятиях с гитарой в руках. Песни в его исполнении всегда наполнены духовным смыслом, любовью к родине, к людям. Этого же он ждет и от исполнителей Вифлеемской звезды. Заряд добра, любви, который потом приносит человек домой, своим близким, родным, потому что смысл жизни, он в любви. Вот этому церковь учит. И вот эти духовные песнопения, они все же затрагивают самые лучшие струны души человека. Они есть у всех. Но на них не всегда играет. Иногда в нас там и злоба, и жадность, и зависть, какие-то струны такие не очень хорошие. И музыка, она тоже может человека или возвышать, а бывает наоборот, человек, какие-то страсти у него начинают кипеть, он агрессивным становится, готов там кого-то и обидеть, ударить. А здесь нет, человек уходит умиротворенный. Эта любовь и добро несется к людям, сердце человека становится более светлым. И в этом смысл. Я думаю, главная наша цель – немножко человека сделать чище, добрее, чтобы радость была в душе, мир. И это главное содержание нашего фестиваля. Я думаю, с Божьей помощью что-то нам удается. И заполненный до отказа оба дня зрительный зал является лучшим тому доказательством. Среди зрителей не только жители Сосногорска. Регулярно бываю на таких мероприятиях, как в Ухте, в Сосногорске, на Яриге, на Водном. И вы знаете, уровень концертов, которые проводятся здесь, самый высокий. Причем с каждым годом этот уровень становится все выше и выше. Эта планка, которую поднимает отец Сергий, владыка Петерим, администрация Сосногорского района, она поднимается, как у прыгунов в высоту, с каждым годом все выше. И это отрадно очень. И я смотрю, очень многие коллективы с удовольствием принимают участие в этом святом празднике, понимая его значение, и понимая, что
участвуя в нем, они как бы повышают и свой статус профессиональный. Вот, и по заполненному залу видно, что жителям это очень нравится. Это очень радует, что помимо взрослых людей, стариков, старух, здесь находятся люди среднего поколения, очень много молодежи. В этом году вокальные и хореографические выступления чередовались с театрализованными постановками. Участники самодеятельного Сосногорского театра разыгрывали перед зрителем сцены о младенце Иисусе, коварном царе Ироде и волшебной звезде Вифлеема. Такое переплетение жанров придало фестивалю наполненность, сделало его ярким и запоминающимся. Каждый, кто успел побывать на нем, еще долго будут хранить в сердцах свет, подаренный 15-й Вифлеемской звездой. Прошедший 2017 год для сосногорских футболистов в целом был успешен. Главный показатель – призовые места в первенствах и чемпионатах не только республики, но и северо-западного региона, а также общероссийских турнирах. Самое, наверное, большое достижение – это участие сосногорских спортсменов за сборную республики в финале первенства России по мини-футболу, где сборная заняла впервые в истории Коми 2-е место. Вот, и сосногорский спортсмен Семен Цыба стал лучшим бомбардиром этих соревнований. Сегодня мини-футболом в Сосногорске занимается порядка 200 ребят. Возраст футболистов от 6 до 18 лет. По словам тренера Куликова, участие в любом первенстве – это прежде всего бесценный опыт. Его можно наработать только в играх с соперниками, как из других городов, так и регионов. Немаловажно и наличие хорошего игрового зала. Материальная база соответствует как раз проведению таких соревнований по старшему возрасту. У нас, к сожалению, в Сыктывкаре такой материальной базы нет. Стандартная площадка, паркет, на котором играют, в принципе, все уже, наверное, ведущие школы. К сожалению, в Сыктывкаре мы не можем организовать такие соревнования на таком уровне и на такой площадке. Путь к победе – это постоянные тренировки. И так в любом виде спорта, будь то мини-футбол, хоккей или фигурное катание. Слаженная работа тренера и всей команды всегда приводит к успеху. А посмотреть, насколько сильны наши команды, можно будет уже в апреле. Тогда в республике пройдет открытое первенство региональной спортивной школы по футболу. По словам Дениса Куликова, у всех команд есть хорошие шансы.